Прямой эфир телеканал «Якутия-24» продолжает свое вещание. Вы смотрите программу «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Здравствуйте. Смотрите далее. Ледоход 2019. Какова ситуация на реках республики? Вся последняя информация по паводковому периоду. От борьбы с водной стихией к борьбе с огненной. 2 лесных пожара зарегистрированы на территории сразу 2 районов Якутии. Какие приняты меры? Облегченный визовый режим и сотрудничество в ряде сфер. С какими итогами завершился Совет губернаторов России и Японии? Сезонные проблемы обнажились. Как дела в столице Южной Якутии по ремонту дорог и установке ливневых стоков? Репортаж из Нерюнгри. Старый город номер 2 в Якутске объявили конкурс среди архитекторов на разработку лучшей концепции территории в районе Залога. Пополнение в День семьи. В перинатальном центре на днях родилась двойня и еще 11 малышей. Свидетельство о рождении выдали прямо в день выписки. На реке Лени активная фаза ледохода проходит по территории Алекминского района. На реке Амге нижняя кромка уже вышла в устье, а на реке Вилюй ледоход идет через Верхневилюйский и Нюрбинский районы. Ледоход на реке Алдан растянулся с поселка Белькачи Усть-Майского района до Крес-Халджа и Тампонского улуса. Вскрытие реки у столицы республики ожидается 16-18 мая, что на 2-3 суток раньше обычной нормы. В этом году существует вероятность образования заторов, которые планируют ликвидировать взрывными работами. Ну а в случае затора над магистральным газопроводом специалисты готовят к выводу ледокол «Капитан Бабичев». На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Верхнеколымского района, на северных реках Индигирка и Яна пока ледостав. 2 оперативные группы МЧС в составе 21 человека и 2 плавсредств убыли в Среднеколымский и Верхнеколымский районы. В целом паводок 2019 проходит в штатном режиме. Подтопленных населенных пунктов нет. Все, что было возможно в части подготовки связи, пунктов временного размещения, пункта отгона скота, резервирования медикаментами, чистой водой, это связью, это было все сделано. Самое главное, чтобы у нас не было потерь, своевременно все-таки производить переселение граждан из вероятной зоны подтопления, отгон скота делать. Но оперативные группы у нас работают. У нас в этом году 9 оперативных групп, которые работают на всех реках. В аэропорту Зырянки организованы стыковочные рейсы по маршруту Зырянка, Среднеколымск, Якутск. Это все из-за подтопления взлетно-посадочной полосы аэропорта. Таким образом, перевезли 78 пассажиров на воздушном судне Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». При наличии свободной загрузки воздушного судна на данные рейсы также принимаются пассажиры авиакомпании «Якутия» с переоформлением авиабилетов без удержания. Сразу после прохождения ледохода ориентировочно с 20 мая в Якутске стартует навигационный сезон. В целом на территории республики навигация уже идет. 4 мая поставили баржу-теплоход «Жуя». Соответственно, подняли вымпел над зданием ЛОРПО, означает, что навигация началась. В работе 20 единиц флота грузоподъемностью 30 тысяч тонн уже отгружено около 10 тысяч тонн грузов, отметили в ЛОРПе. Планируется перевести 1 миллион 120 тысяч тонн грузов для нужд жизнеобеспечения и производственных нужд хозяйственных субъектов, что примерно соответствует объемам прошлого года. Ежегодно на реки Якутии выходит 250 единиц флота общей грузоподъемностью в 360 тысяч тонн. Наряду с прохождением паводка Якутия ведет борьбу с другой стихией – огненной. 2 лесных пожара зарегистрированы на территории Усть-Майского и Хангаласского районов республики. Об этом сообщает Министерство экологии. Площадь возгорания в Усть-Майском районе 19,5 гектаров, из них лесная площадь 4,5, а в Хангаласском районе горит лес на площади 5 гектар. В тушении пожара задействованы
12 парашютистов пожарных, 17 десантников пожарных, 10 работников службы наземной охраны и несколько единиц техники. Предварительная причина возгорания – это нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Минэкология Якутии организовала работу оперативных групп, чтобы выявить и пресечь и в целях профилактики нарушений правил пожарной безопасности в лесах Якутии. Ежегодно в 40% случаев к уничтожению гектаров леса приводит как раз человеческий фактор. Это сельхозспалы, непотушенные костры и воспламеняющийся мусор. К примеру, в Алданском районе комплекс превентивных мер был разработан еще в феврале месяце. Сюжет Татьяны Вахниной. В последнюю декаду мая в Алданском районе будет объявлен режим повышенной готовности к возможной борьбе с огненной стихией. К разработке комплекса превентивных мер спасатели совместно с представителями природоохранных структур и главами поселений приступили еще в феврале. Все необходимые документы по подготовке и задачи по ликвидации, локализации и наблюдению за лесными пожарами готовы. Ежегодно в России причиной 1/3 лесных пожаров становится человеческий фактор. Сотрудники МЧС и представители природоохранных ведомств ведут активную профилактическую работу с гражданами, напоминая о правилах поведения на природе. Также спасатели подчеркивают, что постановлением главы района сельхозпалы запрещены. Уже возникают пожоги травы. То есть местное население пытается очистить свои участки дачные, там, садоводческие и прилегающие к жилым домам путем сжигания травы, что категорически недопустимо. Буквально с этих выходных мы начнем, если погода будет благоприятная, жаркая и сухая, то мы начнем патрулирование. В прошлом году в Алданском районе было зарегистрировано 14 лесных пожаров. Во всех случаях возгорание было повлечено электрическими разрядами молнии. По вине человека чрезвычайных ситуаций не происходило. Однако неосторожность в обращении с огнем и игнорирование запретов о разжигании костров имеют место. В целях повышения уровня готовности проводится анализ недочетов прошлых лет. Для тушения крупномасштабных лесных пожаров необходимо дополнительное количество личного состава людей в мобилизационный план, и специализированной техники, конечно. Бывает проблема с доставкой в удаленные места. Залогом благополучного исхода любой экстремальной ситуации является слаженность и согласованность действий. Также ведется работа по формированию и подготовке добровольных пожарных дружин. Добровольные пожарные дружины созданы, да, и на предприятиях созданы, и в поселениях созданы. В принципе, хорошо себя показывают это Белецкий наслег, это Кутанинский. Сотрудники МЧС отмечают, что большую сознательность в соблюдении правил безопасности, а также активность в подготовке к пожароопасному периоду проявляют жители отдаленных поселков, нежели крупных городов. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район. Весной в Якутии сезон распутицы. Например, жители отдаленных населенных пунктов Ленского района, как Витим, Пеледуй, Толон и Нялы, до райцентра могут добраться только авиатранспортом. Сюжет Анны Кожевниковой. Погода облачная, но для многоцелевого двухмоторного Л-410 такие облака не помеха. Его максимальная рабочая высота 6096 километров. Не помеха для него и грунтовая взлетно-посадочная полоса. Именно поэтому такой тип авиамашины выбран для рейса Ленск-Витим, который последние несколько лет носит временный сезонный характер. Весной 1 месяц и осенью 2 месяца. В течение 2 месяцев выполняются полеты, субсидированные на самолетах Л-410, Пилатус или на вертолетах. Все зависит от того, какой тип авиакомпания выставит. В этом году весной такие авиарейсы выполняются с 23 апреля по 22 мая. А вот раньше, в советское время, самолеты из Ленска-Витим летали круглогодично и ежедневно, даже по 2-3 рейса в день. Теперь же добраться до дома или напротив райцентр воздушным путем витимцы могут лишь в межсезонье, пока распутится или доход. Но мы не так давно на такси ездили. Дорога, конечно, не сказать, что хорошая, поэтому на самолете 50 минут лету. И не трясет ничего, красивые виды природы якутской. Поэтому это, конечно, огромный плюс. Ну и в течение недели он не 1 раз летает, а почти каждый день. Самолет, производящий перевозку Ленск-Витим, маленький, но вполне комфортабельный. Однако популярностью этот вид транспорта не пользуется, хоть и пилоты опытные не первый год управляют такой машиной. Уже около 5 лет, именно на Л-410. Уже более 4000 часов налетал. А много ли пассажиров у вас на борту бывает?
Ну, пока загрузка маленькая, но, надеюсь, дальше будет больше. Время в дороге авиатранспортом в 4 раза быстрее, чем добираться наземным путем. Цена билета в среднем на 500 рублей дороже. Не так уж много. Но рейс будет отменен, если собираются лететь всего 2-3 человека. Поэтому запись производится заранее. Нашим пассажирам повезло. Их по списку было 8, но в порт прибыло 5. Рейс не отменили. Полетели! Пассажиры рейса Ленск-Витим меньше чем через час приземлятся в одном из старейших поселков Ленского района. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас короткая пауза, меньше 1 минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Облегченный визовый режим и сотрудничество в ряде сфер, с какими итогами завершился Совет губернаторов России и Японии. Сезонные проблемы обнажены. Как дела в столице Южной Якутии по ремонту дорог и установке ливневых стоков. Репортаж из Нерюнгри. Второй старый город. В Якутске объявили конкурс среди архитекторов на разработку концепции территории в районе Залога в столице. Пополнение. В день семьи в перинатальном центре на днях родилась двойня, еще 11 малышей. Свидетельство о рождении им вручили прямо в день выписки. Якутия-24, программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. Возможность смягчения визового режима между Россией и Японией, совместное развитие Дальнего Востока и проекты в сфере образования, культуры и инноваций. Такие итоги у Совета губернаторов России и Японии, который завершился в Москве. 30 глав регионов 2 стран смогли напрямую обсудить в формате двусторонних переговоров перспективные аспекты взаимодействия, сотрудничества и обмена опытом. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обратить внимание на развитие туризма в регионах, сотрудничать в области медицины, транспорта и культуры. Ну а глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что особое внимание нужно уделить продвижению совместных российско-японских экологических проектов. Я считаю, Валентина, нам надо с японскими нашими коллегами более активно работать по вопросам экологических технологий. Многие здесь сказали про туризм, здравоохранение, все поддерживаю, но по экологии надо очень с ними работать, потому что и вчера было очень много разных предложений по переработке отходов, по отношению к природе, к экологии. И это для нас сейчас очень важно в сфере как раз активного промышленного освоения и Дальнего Востока, и Арктики, которая у нас только предстоит. Хочу поддержать Сергеевича об экологических технологиях. Сегодня экология – это в России один из главных национальных приоритетов. Я уже говорила по проблеме отходов и так далее, поэтому ждем от вас конкретных предложений. Приходите, помогайте, будем вместе сотрудничать. Можем совместное производство делать по производству оборудования для утилизации и многое другое. Жители арктических районов уже с этого года не будут платить транспортный налог. Об этом сегодня на брифинге сообщила министр экономики Якутии Майя Данилова. Такое решение позволит поднять доходы населения и снизить уровень бедности. Напомним, глава региона Айсен Николаев на съезде Совета муниципальных образований дал поручение правительству республики подготовить проект закона об обнулении транспортного налога для жителей арктических районов, а органам местного самоуправления освободить население этих улусов от налога на имущество и земельного налога. Что касается земельного налога, и там у нас получается налог на имущество. Налог на имущество – это вопрос в полномочиях органов местного самоуправления. Насколько нам известно, сегодня Абыйский район уже рассматривал у себя на своей сессии освобождение. Потихоньку все районы должны будут принять такие решения. Общероссийский народный фронт привлекает активных граждан для контроля за реализацией мусорной реформы в Якутске. А также ОНФ провел семинар по составлению протоколов от общественных экологов. По словам представителя Роспотребнадзора, региональный оператор Якутск Экосети не в полной мере справляется со своими прямыми обязанностями. Например, в адрес Роспотребнадзора поступило уже с начала этого года более 350 актов с жалобами на рекоператора. Из них почти 200 актов были неправильно оформлены. На основании этих жалоб возбуждено административное дело на регионального оператора за несвоевременную транспортировку и вывоз мусора.
И на основании 200 где-то актов мы провели административное расследование в отношении ООО «Экосети». И вот как раз и завтра должно быть состоится рассмотрение данного дела. Но они написали ходатайство, попросили продлить рассмотрение. То есть мы составили протокол по административному правонарушению по совокупному доказательству, по несвоевременному транспортированию и сбору, по вывозу твердых коммунальных отходов. В Нерингринском районе есть повод поговорить о сезонных проблемах. Самая наболевшая из них – ремонт дорожного полотна и установка ливневых стоков. Также есть вопросы по реализации программы комфортной городской среды. По порядку и подробнее наш корреспондент Александра Цыбикова. Столица Южной Якутии – это яркий, компактный и уютный город Нерингри, основу экономики которого составляют отрасли промышленности, специализирующиеся на добыче угля, золота и выработке электроэнергии. Но несмотря на вышеперечисленное дорожное полотно, Нерингри больше напоминает стиральную доску, так как капитальный ремонт не проводился со дня создания города. Заявленный 5-летний план капремонта давно рассмотрен в правительстве республики и даже условно одобрен. Капитальным ремонтом пока все плачевно. Деньги не выделены на строительство. Как вам известно, у нас была запланирована улица Карла Маркса. По срокам мы пока не успеваем. Скорее всего, у нас опять в городе мы только ямочный ремонт. В принципе, документы с нашей стороны у нас все готовы, но пока финансирования с федерального бюджета мы не видели. Въезд в город со стороны поселков Беркакит и Серебряный Бор для водителей своего рода полоса препятствий. Некоторые даже на минимальной скорости проезжают мимо по глубоким ухабам, царапая поддон машины. А часть из них, объезжая ямы, выезжают на встречную полосу. Дорога, конечно, у нас в очень таком отвратительном состоянии. Вот видите, сами тут приходится через сплошную проезжать, потому что невозможно через эти ямы проехать. Это вообще невозможно сравнить, потому что я был в некоторых городах таких и небольших городах, там дороги в отличном состоянии. У нас, я не знаю, я понимаю, что у нас долгая зима, но сейчас погода должна позволять, могли бы уже. Это очень ужасно вообще, если честно. Прям ямы большие, прям ходовку все уничтожается. Едешь по трассе нормально, говорит, дороги, а у нас в городе вообще ямы засыпят, а на следующий день все, опять яма. У меня 3 автомобиля, я каждый год на них ходовку делаю, хотя не так много катаюсь и постоянно. Но этот еще ладно, он рабочий, с ним не особо больших проблем. А у меня вторая машина Вероса, там получается многорычажная, и там куча саленблоков. Это каждый год ее делать 1030, я точно в ходовку вкидываю в нее. Но есть и хорошая новость для горожан. Начата работа по ливневым стокам. В этом году они будут установлены с улицы Карла Маркса до перекрестка улицы Ленина. И там же будет проведен водоотвод самого проблемного участка Ленина 6. Также в летний период начнется благоустройство 3 дворовых территорий, которые были выбраны по программе комфортной городской среды. Первый тендер по доставке детских площадок уже разыгран, завершается второй по ремонту дворовых территорий. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерингри. В Якутске объявили конкурс среди архитекторов на разработку лучшей стилистической концепции территории старого города номер 2, расположенного в районе Залога. Это треугольник между улицами Чернышевского, Ярославского и Крупской. Сегодня там находится порядка 40 домов со своей богатой историей, сохраненных в первоизданном виде еще с 18 века. Для реставрации исторических зданий и для строительства новых будут привлекаться инвесторы со всех регионов России. Территория участка в 7,5 гектаров будет поделена на 5 зон. Стоимость строительно-реставрационных работ в каждой зоне обойдется инвестору примерно в 150 миллионов рублей. Единая архитектурная концепция старого города номер 2 станет прогулочной, культурно-исторической зоной, привлекательной как для самих горожан, так и для туристов. Итоги этого конкурса будут объявлены в начале июля. В нем могут участвовать как архитектурные организации, так и консорциумы. Работы по восстановлению квартала могут начаться уже в текущем году. Принципиально должен отличаться от старого города номер 1. То есть то, что все понимаем, что старый город номер 1, это там ничего нет от старого. Старый Залог должен быть именно старым, то есть это мы хотим максимально восстановить те дома, которые есть, по принципу на своем месте, из тех же материалов, то есть он должен сохраниться таким, как он есть.
Но что-то будет дополнено новоделами, то есть те здания, которые уже утрачены в городе Якутске, мы предлагаем, чтобы вот сегодняшние инвесторы, то есть государственных денег мы не привлекаем сейчас никаким образом, мы говорим о том, что все за счет инвестиций. Более 10% жителей Хангаласского улуса сдали анализы на онкомаркеры. Напомним, профилактическая акция «Онкопоиск» по раннему выявлению злокачественных новообразований стартовала в Якутии 13 апреля и должна была уже завершиться 13 мая. Однако в связи с высокой востребованностью у населения республики было принято решение о продлении этой акции до 1 июня. Из Хангаласского улуса передает наш корреспондент Виолетта Засимова. Онкомаркеры – это белки, которые повышаются в крови в присутствии в организме опухоли. Они или выделяются самой опухолью, или соседними с опухолью клетками, или являются реакцией организма на наличие опухоли. Благодаря исследованию крови на онкомаркеры можно диагностировать и контролировать ряд серьезных онкологических заболеваний. Проводим 6 видов исследований на онкомаркеры для выявления патологии при раке яичников, молочной железы, простаты у мужчины. Так, внутренних органов это поджелудочная железа, кишечник, желудок, легкие. Допустим, пациент сдал анализ на онкомаркеры и выяснилось, что показатели повышены. Без паники. Это не обязательно свидетельствует о развитии онкологического заболевания. Иногда онкомаркеры повышаются при развитии кист, доброкачественных опухолей, при инфекционных заболеваниях и даже после банальной простуды. То есть нельзя сказать, что анализ на онкомаркеры – это истина в последней инстанции, в случае чего человеку нужно дообследоваться при своей поликлинике. А кому, можно сказать, настоятельно рекомендуется сдать вот такой анализ на онкомаркер? Я бы посоветовала мужчинам больше подходить и сдавать анализы. В Хангаласском улусе с момента старта скрининговой акции кровь на онкомаркеры сдали 3433 человека. Это более 10% от общего населения района. Из этого числа направлены на комплексное, углубленное дообследование около 100 человек. Успели сдать анализы до начала распутицы населения заречных и южных наслегов улуса. Как вы готовились к сдаче анализов? Я слышала, что надо соблюдать диету, и готовиться, и психологически тоже надо себя подготовить, сказали. Забор анализов на онкомаркеры продлен до 1 июня. Жители сельских населенных пунктов могут сдать анализ в своих участковых больницах или фельдшерско-акушерских пунктах. В Покровске анализы принимают в поликлинике и в женской консультации. При этом не обязательно быть к ним прикрепленными. Анализы сдаются натощак ежедневно в рабочие дни в утреннее время с 8:30 до 11 часов. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Международный день семьи в столице республики отметили выпиской новорожденных. В перинатальном центре столицы на днях родилась двойня и еще 11 малышей. Счастливые родители получили первый документ малыша, свидетельство о рождении прямо в день выписки. Сюжет нашего корреспондента Саргаланы Федоровой. Радость от долгожданной встречи с новыми членами семьи. Сегодня это волнительное чувство испытали 12 пап. У молодого отца Андрея радость двойная. Он стал папой 2 мальчиков. Имена им придумал давно. Амир и Алан. Счастливы очень, ждали долго. Мы все вместе. 3 месяца держали. Ну вот, и выписка. Неописуемая радость. Не менее счастлив и Александр. У него тоже родился сын. Я самый счастливый человек. Рад за то, что родился сын. И благодарен своей жене. В дальнейшем еще планируем, да, второго завести ребенка. Через 3 года. Скорее всего. За последние 5 лет рождение мальчиков преобладает над рождением девочек. Ежедневно в перинатальном центре проходит порядка 6-7 родов в сутки. Причем большая часть новорожденных – вторые и последующие дети. В республике создаются условия для рождения детей. Поэтому сейчас семьи чаще идут на
повторные рождения, это вторые, третьи, четвертые. У нас есть даже рождение вот 7-х, 8-х детей. Вот отсюда начинается история человека и целой семьи. Уже на протяжении 20 лет перинатальный центр оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь беременным женщинам, мамам и новорожденным со всей республики. Сегодня врачи помогают и семьям, которые не могут иметь детей. С прошлого года 293 семейных пар стали родителями благодаря экстракорпоральному оплодотворению. Эффективность ЭКО выросла до отметки 30%. А в реанимационном отделении новорожденных врачам удается спасать малышей, которые родились и с очень низкой массой тела – от 500 граммов. Малышей выхаживают в специальном инкубаторе. В больнице всем новорожденным с самого рождения уделяется много внимания, ведь именно они и укрепляют семью. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Это были итоги дня на сегодня. Оставайтесь на Якутии 24, будьте всегда в курсе.